Э, Еженедельный отчет. Всем привет, кто будет смотреть. И вот была тяжелая, ну такая трудная неделя была, потому что я заболел, и была жара одновременно, и какие-то там еще были обстоятельства, в общем, не самые, так сказать, веселые, но тем не менее, как бы, в общем, она прошла эта неделя. Вот, что было на прошлой неделе? Задачи были хозяйственные дела, потому что лежал половину недели, можно сказать, что ничего не делал, вот, потому что было сил только работать, и то на 50%, скажем так, то оставил, то хозяйственные дела какие-то все равно уже в конце недели я начал делать, вот, естественно, не все сделал, поэтому переносится на следующую неделю. Поздравить близкого человека, подарить подарок, к сожалению, не получилось, потому что я не встретился с ним, потому что болел. Вот, дочитать книгу. Книга прочитана. Вот, все. Ну и, в принципе, как бы на этом как бы задачи на ту неделю, ну, с учетом жары, но по учетам болезни я не учитывал, но так получилось, что это все легко и, в принципе, плюс-минус, кроме как хозяйственных дел, которые на эту неделю тоже пойдут. В целом, какие впечатления от прошлой недели? Что надо улучшить? Начнем с улучшений. Надо болеть быстрее, не полагаться на авось, надо закупить таблетки заранее. То есть у меня были какие-то препараты, типа вот. Но как-то я что-то как-то не сразу начал. И какое-то время, типа. Вот, и поэтому продлил все. Вот. Надо прям закупить и сразу, короче, типа использовать, чтобы не быстро, чтобы недолго болеть. Если уж болеть, то недолго. Вот. Дальше все откладывается наш разговор про отношения, вот, так сказать, близким человеком, ну, возможно, что надо как-то уже опять спросить, когда можно как бы поговорить, вот. Дальше по поводу домашних дел, опять же, идет долгая раскачка и отвлечение на всякое разное, вот. И трудно собраться, и на планирование тоже трудно собраться, вот, то есть надо либо заранее как бы все это делать, либо не отвлекаться, вот. Ну и момент финансов этой неделе всплыл очень весело, потому что я думал, что у меня, скажем, определенный уровень зарплаты, но оказывается это совсем не так. Вот, потому что все повышения, которые мне выплачивали до этого, оказывается, это были за переработки. А все, что у меня было, это на самом деле осталось раньше. Ну, по крайней мере, ну, я, конечно, пошел с этим к руководителю, сказал, что с этого месяца по-любому будет новое, так сказал. Но теперь как бы все это под сомнением, вот, и, конечно же, я буду его чаще спрашивать, потому что я что-то так, потому что я ничтоже сумеющийся доверился слову как бы человека, а ему-то без разницы, вот, как бы, ну и еще может быть, что что возможно не было желания суммировать как бы зарплату и плюс выплату, ну короче, в общем, типа я понадеялся, а так делать нельзя, плюс я еще и обсчитался, когда переводил деньги, вот, перевел чуть больше, в общем, чем надо, но как бы, ну, ничего страшного, вот. Вот, все равно все пойдет в дело, я уверен. Вот, это такие были замечания, то есть тут надо быть, конечно, повнимательнее вообще к финансам и всякое такое, вот. Этим надо заняться, этим займусь. Что было хорошо? Планы, появились новые планы, например, изучить новый язык, съездить за границу. Да, ну, это еще будет все, это просто, как бы сказать, на обдумывании. Что было по этому плану, это всегда хорошо, вот. Пережил достаточно тяжелый период. Да, потому что я когда заболел, и была жара, я еще не мог спать, и короче, в итоге я еще не спал. Все это, ну, очень плохо спал, там
урывками, короче говоря, вот. Что, несмотря на это, выполнил задачи, вот, большую часть, вот, и на текущий момент самочувствие, ну, отличное, самочувствие, и насколько оно возможно, отлично, да. Вот, это что касается обзора прошлой недели, скажем так, вот, теперь на будущую неделю. Хочется, сколько с финансами, так сказать, неопределенно, вот, и как бы на руководителей как бы какая-то надежда становится все меньше и меньше. Вот, хочется уже активнее и начать искать работу. Вот, активнее откликаться, скажем так, вот. Свой анализ проекта команды я залил, все там перепроверил, хотя, конечно, интернет очень сильно воспрепятствует, короче, каким-то вообще действиям. Но, тем не менее, это все, да. Дальше, следующую задачу надо бухгалтерски отправить в бухгалтерию заявление на распечатки данных, потому что нужно понять, чего, сколько и куда. Я все этим не занимался, как бы, вот, и потом мне какие-то суммы приходят, я такой, что такое, все такое, вот надо четко, да, знать. А тут как бы мне показали выпуски, там, да, там все понятно по выпускам, поэтому надо заявление оформить, чтобы эти выпуски мне приходили, короче, типа на почту. Хотелось бы окончательно выздороветь, следующая задача окончательно выздороветь и навестить льва, это значит, что я, по крайней мере, не должен рисковать нигде, никак своим здоровьем, типа, вот. Домашние дела никуда не денутся, да. Там. Ну, я написал отдельно внешность, постричься, побриться, ну вот, может быть, хотя бы побрить там, да. И, ну, тут еще остались домашние дела. Попробую сделать. И два еще момента. Может быть, это под вопросом записаться в зал. Может быть. И я об этом подумаю. И спросить, так сказать, про общение. Какие-то проблемы. Но про общение, в общем-то, когда намечался разговор в прошлом, нет, позапрошлом месяце, вот, он перенесся, как бы, ну, сейчас можно попробовать еще раз спросить его. Ну, если он перенесется, ничего страшного, вот, продолжим, как бы, я понял, что, в принципе, некоторые процессы, они как бы сами собой вызревают, и как бы, вот, если нет возможности, и в конце концов ты, скажем так, вынужден будешь принимать какое-то решение в любом случае, вот, и даже если не участвуешь, не участвуешь в каком-то решении, это тоже решение в процессе, да, это не участие, это тоже решение, соответственно, рано или поздно, типа, это все поимеет какой-то результат, вот, поэтому никаких-то опять резких шагов у меня нету, нет желания, короче, типа, делать каких-то резких, супер резких шагов, вот. По большей части мне надо повнимательнее быть к себе и к другим людям, в общем-то. Вот. Даже, может быть, больше к себе именно той стороны, что как бы мое самочувствие именно влияет на взаимодействие с другими людьми, и поэтому как бы, иногда мне не получается с ними общаться, потому что я заболел или я почти не могу работать, потому что я как-то тоже заболел и тяжело работать. Вот. Поэтому надо вот повнимательнее. Вот. С этой стороны, да, проблемно. Ну, как бы всегда были, теперь как бы их четко вижу. Вот. Ну, будем потихонечку решать. Вот. Что еще сказать? Ну, прикольно. Вот, что ну, всплыли какие-то опять проблемы, какие-то проблемы ты опять, короче говоря, решаешь. Вот, и опять какие-то проблемы пытаются повернуть тебя в какой-то там
ну, не знаю, уныние или еще какая-то история, вот. И всю эту неделю я не сдавался, вот. Хотя временами, конечно, было тяжеловато, вот. Ну, чего я желаю нам следующую неделю провести еще лучше, чем прошлую неделю. Вот. Ну, у кого-то, естественно, проблем не было ни с чем, вот. Все равно желаю, чтобы так же и оставалось, вот. Или даже лучше. Вот. Но отмечу, что все-таки тяжелые времена, они закаляют, вот, людей. И попробую, вот на обзор прошлой недели мне удалось залезть только сегодня, но этот обзор я, наверное, залью пораньше все-таки, вот, потому что все-таки, в принципе, видео заливается за приемлемое время, то есть там час-два, может быть, вот, но плюс-минус все-таки заливается, поэтому обзору на следующей неделе точно быть пораньше. Ну, на этом все. Желаю нам продуктивной, хорошей недели. Вот. И до следующего обзора.